Село Новый Какшан видно издалека, но его отправная точка начинается вот здесь. Оно до сих пор не только имеет богатое историческое прошлое, но и пусть маленькое, но свое настоящее. Здесь проживает около 100 человек, и, как ни удивительно, это огромное смешение различных национальностей. И удмурты, марийцы, и даже немцы и греки. Попробуем узнать, почему именно здесь и почему именно сейчас. Рядом село, 7 километров, Манашево, там удмурты живут. Чуть дальше 10 километров, в Марийцы живут. Сюда вправо, если посмотреть, там татары живут, отдельно чисто татары живут. Тут 5 деревень было, сюда входил этот совхоз. Вот я и остался, мне интересно здесь, лес кругом, красота же. Это вот сейчас вот только асфальт сделали, а раньше, знаете, как добирались сюда тяжело? На лошадях. Телеги – это недалекое прошлое, почти настоящее. Настоящее, в котором от прошлого не осталось и следа, но остались воспоминания и надежды уже на будущее. Между прошлым и настоящим пока пустота. То самое место, где в планах установить памятник. Задание дали делать спички. На первый взгляд-то невелички. Но если нету ни одной, как выжить лютою зимой? По-детски проявив заботу, взялись мы дружно за работу. Спички от нас на фронт пойдут, возможно, к папе попадут. Это в виде спичка большая, там как бревно спичка. И вот на спичке сидят ребятишки, девочки, мальчики в лаптях. И смотрят, уставились вот сюда, на этот на завод. Ждут гудка. Сначала был Какшанский химический завод, крупнейшее химическое предприятие Российской империи. Хромовый завод Ушкова, начавшись с малых размеров, и дорос до того, что не только уничтожил ввоз к нам хромпика, но и послужил к вывозу этого материала за границу. Так писал Менделеев в 1899 году. После революции и гражданской войны кирпичные и каменные здания Какшанского завода без окон и дверей занимали большую территорию и пустовали. Только в цехах бывшего керамического завода разместился промкомбинат. Промкомбинат, и у них был участок в промкомбинате, было подсобное хозяйство. Козы, вот картошка тут выращивается, капусту выращивали. А это цеха хромпикового завода. Хромовую уж называли. Вот они. Видите, как все аккуратно было. Какие здания аккуратненькие. Местный клуб 1877 года – одна из многих достопримечательностей Какшана, которую скоро отреставрируют. А это дети детского дома. Им не разрешалось трудиться на заводе. Тем, кому разрешалось, работали по 8 часов в день. Конечно, с перерывом на обед, правда, есть все равно было нечего. Не играли, не смеялись. Гудок прогудит, как воробушки соскакивали и домой. Ходили на луга, и на пруд был, корнем камыша вытаскивать. Когда снимешь шкурку, снимешь их, такая длинная, ну как, белая масса, немножко золотимая. Вот ее ели. Словом, все, что тогда находилось, приносилось в дом. В нем оседало, как пыль, навсегда вместе с страхом остаться без еды. Из тех, кто был рядом, сегодня с ним не осталось почти никого. Виктор Савин почти не помнит, как спустя несколько лет отправился снова жить. Зато все остальное в деталях и подробностях. Нож на оси вот здесь, а здесь предел ширина спички, толщина. И вот так он эту мою щепку, которую он ее так колет. Другая женщина несет противень железный, ну, наверное, железный, такой противень, где налита жидкая селитра. Жидкую селитру в противнях расставляли перед девочками. Что должны девочки делать? Взять палочку, макнуть и осторожно ее вешать на сетку проволока. И они так висят, сохнут. Работал цех по производству спичек с конца 1941 по 1944 год, пока промкомбинат не сгорел. Памятник какшанцам нужен еще и потому, что никаких других военных монументов в селе просто нет. Я знаю, что 16-летние дети работали, например, в Ижевске, и им поставили памятник детям, которые работали для фронта, для победы. А в Татарстане такого памятника вообще нет. Я представляла себе, как сидят там вот эти маленькие девочки
которым кушать хочется, а они вынуждены делать вот эту монотонную работу. Брать спичечку, опускать ее в эту смесь и поднимать, вешать ее, значит, куда-то на проводочке, и следующую спичку брать. И так 8 часов. Поскольку я сама бабушка, представляю, в каком возрасте, как это трудно детям, не играть, не бегать, а именно работать и работать. Это был тяжелый труд детский. Местный колорит, лес и природа, нетронутая и почти дикая, избы словно из позапрошлого века. Летом здесь много туристов, и как шансом не хватает лишь одного. На сайте «Культурный след» любой желающий может отдать свой голос в поддержку памяти труженикам тыла. Проект набрал около 100 голосов, но для реализации этого мало. Что же, человечество никак не устанет спорить о том, а правда ли это было, или, может быть, было совсем не так. Живые свидетели, впрочем, ничего не забыли и говорят: память такая штука, когда на улице холодное время, не хватает немного огня, пусть даже он и зажегся современными спичками. Диляра Юсупова, Роман Безменов, 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.